Здравствуйте, дорогие мои подписчики, дорогие зрители, кто будет впервые смотреть. Надеюсь, этот выпуск вас присоединит к числу думающих людей, хотя я уверена, вы и без того думающие, потому здесь и оказались. А сегодня в гостях у меня человек, которого я очень давно, я вообще всех давно хочу позвать, и каждый раз у меня это получается, представляете? Но я реально очень давно хотела пригласить этого человека к себе в студию, в гости, но вот каждый раз прокручивала в голове, а о чем я его спрошу? Вот как бы особо уцепиться не за что. Но при этом, при всем, лично для меня это такая масштабная личность, человек, который очень широко смотрит на мир, человек, который явно имеет большой кругозор, человек, у которого мысли, я не знаю, насколько мы вообще сходимся в видении этого мира, но мне всегда интересно, как на этот мир смотрят люди. И сегодня у меня в гостях Семен Агатоев. Спасибо за приглашение. А вот у нас, знаете, мы когда вот только начали настраивать всю настройку микрофонов, у нас такая прямо душевная беседа пошла, начиная с астрологии, переходя в какие-то вопросы исторические, культурологические, захватывая и Якутию. И вот, кстати, да, какие книги вы читаете? Я вообще всеядный. То есть с детства почему-то читал все книги, все, что попадалось под руку, вплоть до брошюр, каких-то листовок, календарей, каких-то журналы, книги, газеты, я не говорю, я их от корки до корки читал. А все, что попадалось, даже тетради, где последние страницы, там какие-то изречения какие-то были. Орленок там было да, еще. Да, все журналы. У меня отец был почтальоном. Песня про орленка была на тетради, да, я помню. Да, и песни все это вот читал. И когда я школу заканчивал, в 10 классе, мне библиотекарша нашего поселка, поселковая, не школа, да, Харбалах Татинского, мне вручила связанные такие вот мои книжку библиотечную, такие маленькие. Читательский билет. Да, читательский билет. С 1 класса. С 1 класса. Все она собрала, потому что она всегда мне говорила, что ты самый читающий мальчик в поселке. Все тогда ясно, все, расходимся. Как-то так. Как-то так, потому что я на самом деле на Семена подписана в Facebook, периодически вижу, как вас цитируют телеграм-каналы некоторые, и безумно, конечно, интересно стало. Так кто вы, Семен Агатоев? Я обычный деревенский мальчик, в самом прямом, так сказать, смысле этого, да, вот. По-якутски обычно говорят «Урехбага». Это самое дальнее из тайги. Я родился и рос в участке Тюрют, это 15 домов. Я знал не только собак, и кошек, и коров, и бычков, все это участок. И каждый гвоздик на заборе. Да, и каждый гвоздик, не говоря о людях и так далее. Потом мы переехали в Харбалах. Это тогда как бы агрогород назывался, да, вот он, как бы, тогда самое достижение было, это проект поселка Харбалах завоевал золотую медаль в ВДНХ, как вот, сейчас под проекты наши архитектурные там побеждают, что-то типа такого. Школу там закончил, потом сразу поступил в ЯГУ университет. На какой? Биолого-географический факультет. Я с 3 класса хотел стать географом. Целенаправленно, просто тупо целенаправленно. Почему? Потому что, во-первых, я как бы природу люблю. Это как бы у всех такое есть. Да? Я больше всех, может, люблю. У всех деревенских. И даже у меня не у деревенской это есть. Да. Потом у меня учительницей географии была жена Мординова Николая Егоровича, это вот младший брат писателя, там, профессор Аксентия Егоровича. Она одна приходила минус 50 градусов на кружок географии, я один приходил. И мы с ней вдвоем сидели в холодном классе часа полтора, и она как бы открывала горизонты мне. Слушайте, вот тогда это было вполне реально, потому что я помню, я на кружок английского тоже ходила одна. Это был какой год? 91-й, 2-й, 6-й, 7-й. Это в городе класс. Якутске? В Якутске, да.
Как это одна? Это в деревне еще можно было. Нет, ну потому что детям не интересно было, это же как факультатив был. А. И, ну, вот это все равно категория, наверное, вот как я определяю, советское время. Пускай даже и постсоветское, да, Да. после развала. Но, тем не менее, система, подход такой советский. Сейчас же этого стараются уже как-то... Да, сейчас даже, когда один ученик в школе, школу закрывают, в классе имеется в виду, да, из-за одного ученика никто кружок не будет водить. То есть, может быть, если бы она, учительница, не так себя бы повела, да, один ученик ходит всего лишь, я что буду ходить, минус 50 из дома и так далее, да, но, может быть, я в другую сторону пошел бы, да. Поэтому, ну да, хорошо, хорошо. БГФ, биолого-географический, да? Да, Сейчас БГФ. узнаем, кого бы мы могли потерять, если бы учительница не ходила. Я сейчас, как географ, да, я должен был сделать открытие географическое. Ну, это как бы не банально, да, но я сделал их. Да. Первое, это когда Николай Барамыгин из Японии мне привез копию американской карты, где высота Мусхая указана по-другому. То есть там по системе, мировой системы высот, высота Мусхая 3011 метров. А на самом деле? А на самом деле по Балтийской системе, которая принята в СССР, 2997. То есть ниже? Да, ниже, да. Но первенство держит гора Победа в Омском Улусе, да, 3003 метра. Соответственно, 3011 метров. И мы соорудили экспедицию, я профинансировал тогда, в 2001 году, по-моему. И мы пошли в гору, установили памятный знак. Второе, там две горы, да, две вершины. Одну вершину мы назвали именем Кулаковского, Эксекулява Алексей. Вот. И это географическое открытие мы оформили и дали тогдашний парламент, правительство. Но в 2001 году была смена власти в Якутии. Штырова, да. Полностью, полная смена. После этого все как-то забылось. То есть там уже немного другие люди пришли, и им было как-то неинтересно это. Вот. И второе географическое открытие. То есть оно не зафиксировано? Она, ну, как бы, да, официально нет. Официально нет. Ну, и против этого выступили маститые ученые. Местные? Ну, не Или ученые, федеральные? а картография республиканская. Там, управление картографией, геодезии Республики Саха-Якутия. Тогда человек был. И он, ну, он, конечно, да, по Балтийской системе, по принятой Балтийской системе, он так обозначается. 2997. Все, точка. Никаких разговоров, никаких там GPS-инструментов, которые фиксируют высоту, никаких космических этих инструментов, которые фиксируют высоту. Это, говорит, нам не интересно. Все, вот в Советском Союзе там, в 1971 году это было утверждено, и все, баста. Никаких разговоров мы вести не будем. И на основании этого как бы все застопорилось на самом деле. Вот. И второе географическое открытие. Как бы... Ну, это, наверное, вопрос вот этих столкновения систем. То есть, да, если одно, да, то это возникает уже какая-то коллизия, сложности, надо это все соотносить. Это когда-нибудь придет в норму, да, и про нас вспомнит, да, я надеюсь. Почему? Потому что Балтийская система применяется только в России. Высот, система высот. Изолированная. Да, система высот. У нас же в Советском Союзе было все по-своему. Да. И железная дорога тоже была со своими рельсами, чтобы, не дай бог, не вкатиться из Польши в Россию. Да, свои стандарты. Второе, вот что я хочу сказать, то же самое с развитием аэрокосмических технологий. Я одно время преподавал в университете, тоже географом. И пришел студент и говорит, что есть аэрофотоснимок, Google фото, да, будем так просто. И они проследили, что исток реки Лена вытекает не оттуда. Что-то слышала я. Да. Это 2008 год. Ага. Ну, мы на скорую руку сооружаем экспедицию. Я беру студентов, сам как бы руководителем. Едем на Байкал, Северобайкальска, на лодках
до заповедника Байкальского, оттуда поднимаемся на исток реки, идем пешком и фиксируем из-под земли родник самый начало реки Лена. А не то, что ранее было принято, да, из озера вытекает. Это Трапезников там установил, это тоже в 60-х годах, по-моему. Может, что-то изменилось с тех пор? Просто появился Нет, вот этот просто, родник? Нет, просто это было удобно, да, и красиво, и романтично. То есть там из озера вытекает, там беседка стоит, там часовенька стоит, туристическая тропа есть. Так она же не наша. Да, потом ходили иркутяне, да, с Иркутского университета, тоже географы и биологи. Они ходили по левому ручью, то есть они поднимались, но то есть они отказались, сказали, что да, это ручей есть, но он как бы с этим притоком по длине не совпадает. Но не пошли по прямой, потому что она считалась, что пересыхает. Там очень много гидрографических требований. Она не должна пересыхать, она должна быть источник как бы постоянно действующий. И может быть климат немножко поменялся, да. Ну, у тебя правильно. Да, но этот источник всегда был. Раньше о нем упоминали, да, но его как-то внимания не брали, потому что он достаточно труднодоступный среди марий, болот, и проследить очень сложно. То есть, не зная космического снимка, не держа в руках подсказку, ты можешь его не найти. А в чем принципиальность вот этого вопроса? То есть, как бы это ваша позиция, что вот должно быть именно так, как оно есть на самом деле? На самом деле... Чистота как бы научная, да? Да, или что? мы Потому что легенда, это же на самом деле тоже неплохая да, история. удлинили реку Лена на 4 километра, получается. Вот это безобразие, да. Да. А речь идет, допустим, о соревновании с Амуром и так далее, там на несколько десятка километров. Поэтому река там была, допустим, до нас 10-е место занимала, потом после нас 9-е место занимает. Ну, достаточно широко освещалась, у меня брали... то есть вы наоборот удлинили ее по факту? Да, удлинили, да. И поэтому у нас брали интервью центральный канал и так далее, достаточно это широко обсуждалось. Иркутяне стали в штыки, типа... Что они себе позволяют, наша территория, наша земля. Слушайте, может, это коррупция вообще была какая-то? Нет, там ситуация какая. Мы написали... Нет, я про то, что она была на 10-м месте изначально. Изначально, да. Там, может, там какие-нибудь руководители договорились? Сейчас достаточно вот с новыми технологиями, да, там GPS там, и так далее, много чего по новой смотрится на географическом отношении, да. Мы просто первыми воспользовались этим. Это начало 2000-х, вот эта гора Мусхая, и 2008 это удлинение реки Лена. После этого, по этому же принципу, да, идет уточнение и пересмотр длины рек, там, высоты гор и так далее. Допустим, Джомолунгами Эверест каждый год практически Китай по такой системе считает, Индия по такой системе, Непал по третьей системе, и начинается там в 2-3 метрах. Это, в общем, в природе людей мериться, измерять все и соревноваться измеряемым. Но истина где-то должна быть, да? Ну да. Да, поэтому поиск истины идет с новейшими, так сказать, технологиями. И иркутяне что сделали? Там достаточно маститый, опять же, коллега наш географ, геолог, вернее, он выступил в университете по какие-то слушания какие-то были по этому поводу, да, мы там взбудоражили эту тему, а это их территория, области, да, и Лено-Байкальский заповедник, это их вообще как бы свое дело, и поэтому они решили двумя словами, да, они как мне написали, то, что вы нашли, мы через законодательный орган Иркутской области не пропустим, мы дадим отрицательный ответ. Надо будет, мы сами экспедицию соорудим.
и найдем ваше вот это вот, как Источник называется, металлический, каменный памятник там поставили мы, и там таблички латунную забили, заранее подготовили здесь, там просто забили координаты, да, GPS-координаты, фамилия, имена. И мы это все там оставили, и координаты все дали, да, сходите, посмотрите, потому что при географических открытиях другой человек должен, другая экспедиция должна подтвердить это. Да, они были первыми, да, вот, да, они вот сделали то. И вот после этого скандала они как бы, тема заглохла. То есть, опять же, это официально не признано, потому что это иркутский парламент должен... Ну, понятно, да, то есть бюрократически это долго, и да, вообще уже у людей другие настроения. Но для меня, как для географа, да, я как бы на своем уровне, свое призвание, да, вот то, что я потратил, не то, что потратил, да, вот, занимался этой темой достаточно долго, с 3 класса, как бы я там галочку поставил, я географ, я сделал то, чик, все, тема закрыта. То есть я теперь не лезу в горы, не хожу там линейкой по рекам там, и так далее. То есть я лично свое как бы достиг. Я сделал то, что я хотел, то, что... В смысле, у вас какая-то было какое-то понимание, что как географ вы что-то должны. Да, обязан был. Вот это должны, я галочки поставил, да, и все. То есть дальше я уже не географ, я просто хожу и созерцаю природу. Правильно? Ну, в принципе, да. Грубо, да. Потому что когда-то я классно, опять же, в школе, наверное, читал определение географ. То есть географ это описывать землю, да. Ты не только должен описывать, ты должен что-то открыть. И почему Пятый канал, когда у меня брали интервью, когда делали выпуск, да, они сказали, что это про удлинение длины. Это последнее после открытия водопада Виктории Ливингстону. Это последнее большое географическое открытие. Ну, просто представьте себе, когда был открыт водопад Виктория в Африке, да, это начало Нила. И то, что мы сходили в 2008 году. И диктор, там, кандидат географических наук, берет интервью у человека, кандидата географических наук, и тот говорит, да, это после Ливингстона, это последнее великое географическое открытие было, открытие водопада Виктория, это в Африке. Последнее, да, это, говорит, после этого события, это, говорит, последнее вот географическое открытие большое, которое можно, так сказать, обсуждать. Ну, эта тема была переведена, я заходил в Google, на английском набирал эту тему, да, там есть ссылки, много чего, обсуждений. Ну, понятно. Так, значит, книги вы читали разные. Да. Географические преимущественно, по всей видимости. Да, и эконом-географические тоже. И экономическая география. Историко-географические тоже. И историко-географические. Да. Фильмы вы какие любите? Фильмы? Назовите 3 любимых фильма. Самый любимый у меня фильм «Вавилон». Это Алехандро Иньярриту. Это про нынешнее общество. Он предвидел вот это развитие соцсетей и так далее. Фильм про то, как люди друг друга не понимают. То есть разговаривают. Вообще в современном мире, да, после этого фильма я задумался, да, даже близкие люди друг друга не понимают. В семье непонимание, тотальное, причем непонимание. И фильм соткан из 6 или 7 событий, главное из которых непонимание друг друга. Отец с сыном, отец с дочерью, муж с женой, семья с нянькой, нянька с братом. А почему? Все хотят добра друг другу. Все. Ну, изначально так. То есть, если ты с человеком живешь там, в семье, да, если это твой ребенок, если это твой как бы коллега, да, вот, которым ты бизнес ведешь, если ты домработница, которую ты нанимаешь, проверяя все, а потом из лучших побуждений происходят вещи, которые выходят из ряда. Человек умирает, убивает, теряется, пытается самоубийство, а после каких-то вот щелчков
человек начинает думать, да, оказывается, все это время я его не понимал. Я свою дочь не понимал. Мне кажется, там вообще все элементарно на самом деле. Во-первых, людям нужно Но принять... ты посмотрел этот фильм? Нет, я не смотрела, но мне Обязательно уже понятно примерно, конечно, о чем. Ну, во-первых, опять же, легенда о Вавилоне, да, о том, что... Да. Почему так называется, да? Вот, да. А вообще, в целом, ну, по большому счету, мне кажется, это от незнания. Нет. Психологии в том числе, потому что поколенческое представление, да, поколенческие ценности, опять же, разница поколений, вот эти Нет, иксы, Алена, игреки даже, да, вот да, эта вот давай, Алена, банальная не будем теория. углубляться. Почему я сразу перебью, скажу? И муж с женой, да, опять же, почему? Потому что не по принципам любви Там- и полного там понимания того, изначально что другое такое идет. люди. Там изначально человек рождается один, да, И умирает один. да. И в голове у человека свои представления. У каждого человека по-разному. Абсолютно. Да, у каждого человека. Поэтому нету понятия «должно быть». Да, и чтобы понять друг друга, да, надо прилагать усилия. Надо представить себя на месте человека. Да, ну просто прилагать усилия. Ну, Да, это да, пытаться это там усилия. понять, да, что-то делать. И вот близкие люди, да, близкие люди, я не говорю, что встречные, поперечные, близкие люди, иногда кто-то не прилагает. Одна сторона может прилагает усилия, а вторая не прилагает. Думает, что да, ну все я знаю, там, это мой ребенок, я про него все знаю, что еще мне надо? А на самом деле, да, получается, что какое-то событие происходит, а потом отматываешь назад. Ты понимаешь, что ты не знал вообще своего ребенка. Да, оказывается, почему он так поступил? Почему такая попытка была? А почему не знал своего ребенка? Да. Потому что ты был уверен, что он такой же, как и ты, и думает так же, и никогда не интересовался его личностью. Элементарно. Либо муж, жена друг друга, там прекрасная пара играет. Красавец и красавчик. Муж думает, они знают, что у них кризис в отношениях. И что надо делать? Попытаться сохранить. Чтобы из рутины выехать, они оставляют детей няньке, двоих детей, прекрасных детей, да, и уезжают в Марокко на отдых на 2-3 недели. Ну, это там Джулия Робертс, по-моему, играла, Нет, да? нет. Кейт Бланш, по-моему. Да. Ну, вы сейчас весь фильм расскажете. И Брэд Питт. И Брэд Питт. Вот я помню, что Брэд Питт, но, Да. по-моему, И Джулия вот, Робертс да, и играла. вот они приезжают в Марокко, ну, тоже как бы не складывается ничего. А потому что от перемены места ничего не меняется, но они хотели отвлечься, да? Да, они хотели все заново запустить, попытаться заново. Они оба понимают, что друг друга не понимают, у них там проблемы. Начинается курс «Лаборатория счастья». Да, вот что-то мы не туда пошли. От Семена Агатоева. Да, Версия Семена Агатоева. да. Я буду тебя там замещать, когда ты... Я же в вашу географию-то не лезу. Да, да. Про отношения Я сама хлеб не могу буду рассказать, отбирать, просто да. буду сидеть рядом. Хорошо, ладно. Да, Да, действительно, оставим, потому что, ну, Да. это моя корова. Да. Второй фильм какой? Второй фильм у меня, ну, как у всех мужчин, наверное, да, «Спасение рядового Райана». Это колоссальный фильм. Это самый человечный фильм. Вы когда его смотрели последний раз? Я его пересматриваю, ну, раз в 2 года, раз в год. Ну то есть пересматриваете, освежаете, Конечно, да? Потому что, конечно. вы знаете, вот у меня есть рубрика такая, разбор фильмов называется, да? Ну, я их Пригласи меня, я буду там Нет, всё это у меня разбирать вдоль и письменно, поперек. но... Ну ты сама ведешь? Да, я сама веду. Мое. Да. И вот я недавно пересматривала фильм «Малена», он 2000 года. И вот спустя 21 год, а я его не смотрела, вот как тогда посмотрела в кинотеатре Лена, да? Лена, Малена, Алена посмотрела. И вот для разбора, ну, совершенно другие акценты, конечно. Ну, понятно, у меня уже восприятие иное, да? конечно. Понятно, что я вижу уже гораздо шире, больше, и что там вообще история не про Малену, по большому счету-то, а про общество как раз. Да. И, ну, и опять же, Я взаимодействие припоминаю индивидуума. Белуччи и мальчик. Да. Ну все, и люди Да. на этом обычно забывают, что там дальше. Я ее не смотрел, просто где-то что-то краем. Вот, поэтому я и уточнила, как часто вы пересматриваете, потому что вот именно поддержание себя как на ориентире каком-то определенном. Да.
Это я очень люблю. То есть до сих пор вам нравится «Спасение Да. рядового Райана»? И среди экшенов, я тоже люблю экшены, да, военные. «Падение черного ястреба». Я его каждый год пересматриваю. Плюс я пересматриваю, ну, классику жанра, да, будем говорить, «Крестный отец». Я его как бы сначала... Что вам нравится в «Крестном отце»? Философия. Какая именно? Философия семьи. Семьи. Да. То есть это семья, все же говорят, семья превыше всего. Да. Любого человека останови на улице, спроси, что для тебя самое главное в жизни. Семья, я, там, жена, дети. Ну, Всё. то, может быть, это социально навязанный шаблон? На самом деле нет. К советское время хорошо, что ты ее не застала, как говорится. Ну, почему я застала? Да, ну, в сознательном возрасте. Ну, что, смотря что считать сознательным, ну ладно. Но в советское время там родина, мать, там, советская родина, там, КПСС, комсомол, там, первое место, а потом уже там семья, там, и так далее. Но на самом деле это чисто такой философский фильм, да, человек, который, Майкл, отошел от семьи, бросил, просто вот так вот, я не с вами, такими методами я не работаю. Он уходит в армию, воюет, там, отдельно живет. Он с семьей даже на праздник, когда он приходит на праздник, да, все смотрят, Майкл пришел. Что случилось, да, типа, он же ушел с семьи. А потом, когда брата убивает, там, то все, он с отцом говорит, с матерью говорит, а потом, ну, приходит к тому, что зов крови, там, семья, это главное. И он все там и с женой расходится, бросает, и все, как бы, уходит в семью. И начинает там по-бандитски все это делать. Ну, как? Может, это чувство вины? Это же такой мощный крючок, на который человек подсаживается. Какое-то событие происходит, у него механизм прокручивается, и он такой думает, все-таки семья. На самом деле... Ну, я не конкретно про семью, но вообще. На самом деле это как бы из очень глубоко идет, да, ну, грубо говоря, это стадный инстинкт, с кем я должен быть. С кем я должен быть. Одному тяжело. Нет. Без меня им тяжело. Без меня они... Это не гордыня? Это он вожак. То есть он альфа. То есть он должен прийти и спасти. Он герой. То есть жена, до свидания, я пошел спасать. Да, своих. Нет, он говорит, со мной пошли. Ага. И они идут. Они с женой. А потом жена говорит, ты занимаешься не тем, и не тот Майкл, которого я полюбила и которым мы сошлись. Ну да, там что-то начались уже убийства, вот эти бесконечные, да, и они и сами вот чуть жертвы. Все смотрят этот фильм как экшен. Там А когда философия. третий, четвертый раз смотришь, ты уже начинаешь переходить на другие слои, открываться. И уже лучше становится восприятие. То есть это не перестрелки и не кидняк друг друга, да, а чисто такая вот семейная история. Что может, когда у тебя сыновья растут, ты должен этот фильм несколько раз пересмотреть. У вас Да. сыновья? У меня 3 сыновей. Все только сыновья? 3 детей? Нет, все у меня сыновья? 5 детей. 5 Старшая дочь, младшая дочь. Между ними 3 сыновей. Все филигранно, все грамотно, все ювелирно. Вот так вот. Что значит филигранно? Но обычно же бывает там 3 сыновей, потом дочка, либо там наоборот. Ну, 3 сыновей, потом дочка, это говорит о том, что хотели комплект, чтобы были и девочки, и мальчики, поэтому бились до последнего, что называется. После 4-й дочери. Или там 4 дочки, долгожданный сын, ну, да. наконец-то, уже упахались, уже здоровья нет, Да, но да, зато да, есть да. комплект. Да. А тут как бы это все как по природе хорошо. Вы так и прям планировали, чтобы у вас большая семья была? Вот всегда это вот так детская видели? травма. Вот ты же у нас специалист. Ой, вот это вот ты же у нас специалист. Да. Звучит как Я ты же скажу, что у меня маркетолог. 2 братьев погибли при пожаре, когда я в 4 классе учился. Это такая конкретная большая травма была. Ну, до сих пор она есть. Старшие братья? Да? Младшие. Младшие. Совсем младшие. Я старше семьи. И какое-то время я, когда стал, женился, тогда я подумал, что надо за них. Восполнить? Да.
Вот эта тема у меня в голове очень сильно сидела. Ну, до сих пор сидит. Я хочу сейчас внуков, да, побольше. Как-то так. А еще какие ценности, вот помимо семьи, какие у вас главные ценности? Тут уже пошло вот, как бы наоборот от советской. Да, сначала тогда была родина, да, мать, а сейчас у меня... Ну, как бы родина же там навязанная ценность да, все-таки нет, была. Семья, ты сейчас спрашиваешь у меня, да? Я семья, сейчас спрашиваю, а потом уже вот моя родина, да, вот, ну, малая там, Саха-Сирия, Якутия, там, да, потом Россия, да, вот это вот ценность для меня. То есть это такой очередность такая стоит. Вот. Я горжусь, когда ребята из Якутии там завоевывают медали, там, побеждают в олимпиадах, там, становятся победителями каких-то конкурсов, да, включая конкурс красоты. Вот. Либо, как вот Арсен Томский, там, братья Ушницкие, да, мир выходит там со своим предложением, и этот мир принимает их. А стыдитесь, когда кто-то недостойно себя ведет? Ну вот есть такое понятие? Просто да? конкретно. Мне до физической боли стыдно. Как будто это со мной происходит, либо с моим близким человеком. Да? Когда какой-нибудь ну, якут, да, где-нибудь, ну, Якутии, если они что-то делают, ну, как бы немного стыдно, но не так сильно. А если бы человек в Москве или в Питере или там где-нибудь поступает нехорошо, это чисто как до физической боли. Просто. Мне стыдно, просто хоть провались под землю. Почему? Стадный инстинкт. То есть для малых народов, да, для больших, я на эту тему тоже думал, да, и читал. Для больших народов это когда больше 5-6 миллионов. Уже столько разнообразия вокруг происходит, да, что пропадает такой родоплеменной понимание своего народа. А когда нас 500 тысяч, да, каждый человек через одного ты всех знаешь, да, тут уже как бы близко родственный принимается, как будто твой родственник накосячил. Ну, смотрите, это же вот как бы с одной стороны, ну, любая вообще ситуация, да, любой подход, он имеет свои и плюсы, и минусы, ну, если тривиально это называть плюсами и минусами, да, по факту это имеет две стороны. И вот, допустим, вот та же гордость и при этом стыд, да, они повышают градус тревожности, то есть внутри народа. По факту, допустим, вот вы говорите тех, кого там, ну, порядка 5 миллионов, им уже как-то все равно. То есть у них снижается градус тревожности по поводу вот таких маркеров, да? А когда нас мало, соответственно, нас это беспокоит. Но, а вот вы не думаете, что есть, допустим, ну это же вообще работа мозга по большому счету и мышления. То есть если для себя взять модель видения вот этого вот большого, ну, многочисленного, да, народа, государства образующего. И вот эту вот модель мышления применить к себе, вы считаете, это будет как-то угрожать чему-то? То есть, например, ну не впадать в панику. Вот я недавно читала в Телеграм. Авиакомпания Якутия задержала рейс там на сколько-то часов и пишут: позорит всех якутян. Мне хочется сказать, да всем насрать. Кто подходит к табло, они не смотрят на этот рейс и не думают: так, дай-ка посмотрю, кто здесь вообще классно работает, да, а кто вообще позорит свой народ. Вообще люди так не думают. Они смотрят на свой рейс, так, вовремя. Они не читают про остальные рейсы. То есть про авиакомпанию Якутия знают только якутяне, ну, те, кто пользуются. Ты права здесь в том, что мы переживаем за всем то, за что человек ответственности имеет нести теоретически название Якутия, не может. Там, Да, и так у далее, нас болезненное какое-то восприятие. Я расскажу тебе другую историю. Да? 96-й или 7-й год, когда Якутия, тогда, по-моему, по-другому называлась, купила авиалайнер А330. Diamond Саха, да. И очень красиво оформлена. Ливрея была вообще отличная. Мы прилетаем в Москву, не помню какой аэропорт, садимся, и напротив садится казахстанский Ту-154. И когда мы выходим вот так вот на одну площадку, и казахи вышли,
огромный, новейший, да, и сразу подходит, ну, увидели нас, там, земляков, подходят и говорят, ну, вы с Якутии, да, ну, как бы, все, Якутия, да, конечно, вы богаты, вы можете себе позволить, вы, ну, конечно, вы Эмираты там российские. А что я скажу? Нет, мы нищие там никуда, что ли? Ну да, с названием Просто, да, Diamond. грудь вперед и пошел гордый. Вот. А сейчас, наоборот, да, вот, допустим, Якутия задерживает рейсы, там люди ходят, блин, Якутия, там козлы и так далее, да. Я такой взял сумочку, отошел. Я не с вами. Я не оттуда, я из Казахстана. Не, ну так дело в том, что, в принципе, это же наши заморочки. Да. Наши якутские заморочки, там никто вообще не думает, никто не сличает нас. Там, вы там кто, калмыки, казахи, я не знаю, там, буряты или вообще кто. Да, я достаточно в многих местах был, да, по миру. И когда ты за рубежом, ну, однозначно, откуда ты from Russia. Ну, некоторых сразу шок, то есть ты абсолютно не Russia. А некоторые понимают, да, вот, ну, Россия многонациональная и оттуда. А почему вы говорите Russia? Я всегда говорила from Якутия. И знаете, какой прикол, да? Те, которые не знают, что такое Якутия, но не хотят выглядеть глупыми, они говорят, о. А те, которые знают, они могут подчеркнуть, они говорят, this is the region where diamonds are. Я говорю, да. И все. Я, когда говорю from Russia, люди начинают в ступор впадать. Начинаешь уже уточнять Сибирь, Якутия, где холодно. У вас что, так много энергии тратить на каждого, кто не знает, что нет, ну, это переговоры. Почему? Нет, это переговоры и так далее, да, это, да. И начинается другая история. Я как бы становлюсь послом Республики Саха-Якутия, маленькой компании, где мы сидим, или большой, и начинаю рассказывать, да. Но, конечно, это налагает какие-то там сверхусилия, да, что людям, тем, которые со мной встречаются, да, вот смотрят из России, но не русский, у них как бы диссонанс впадает и начинает, после того, как я им объясняю, они начинают сразу в Google залезать, там, брать там карты, смотреть, где, что, как. И поэтому, говорю, выступаю послом, да, вот объясняю. Может, ты тоже так делаешь? Да. Да. Ну, вот, адекватно, конечно, мы каждый, я тебе еще раз говорю, мы каждый живем в своем мире, да, и кто-то адекватно все воспринимает, а кто-то начинает себе накручивать, да, вот мы якуты должны быть, не должны позориться, там, туда-сюда, там, компания наша должна быть такая, если он другой, мы давай его чистихвостить, потому что это наш. Так, знаете, вот просто в чем для меня лично, да, вечный диссонанс? В том, что, допустим, тому же Лебедеву, да, потому что он свой, можно вот внутри компании вести себя непотребно. А Лебедев тот же, допустим, да, будучи директором предприятия, думает, да, как бы, ну, как хочу, так и вообще веду себя. То же самое, я вас уверяю, происходит везде, да. Сколько в авиакомпании Якутия, я сама там работала, я знаю, что это за компания, да, и какие этапы она претерпевала, переживала. И вот, допустим, можно вбухать кучу денег, я не знаю, во что угодно, да, но неграмотный менеджмент, да, это все равно опустит на дно. Вместе с самолетами, кстати говоря, теоретически, в переносном смысле тоже. И вот пока мы внутри вот эту вот систему нарушаем, позволяя, допустим, сидеть и руководить предприятием людям, которые там в принципе не должны находиться, мы будем иметь такую авиакомпанию. Мы будем иметь какой-то там определенный подход в сервисе, мы будем иметь там коррупцию вообще на уровне улусов, да, когда учитель занимает 2 ставки, потому что он родственник там кого-то, понимаете? Вот когда внутри нетерпимость происходит к такого рода нарушениям, тогда это постепенно провоцирует улучшение, и тогда есть чем гордиться вовне. Да, я как-то писал в Фейсбуке про репутацию, да. Что сейчас вот в Якутии, да, отдельно взятой Якутии происходит.
Раньше, до появления соцсетей, я имею в виду ekt.ru, там со всеми его форумами, да, дневниками, все это происходило на страницах парочку газет, да, Сахада на якутском, ну и там парочку газет на русском. То есть печатали, какой человек плохой, да, любого там, хоть президента Николаева и так далее. А с появлением площадки ekt.ru я, как бы сторонний наблюдатель, вижу, что репутация у людей до 2014-2015 года была как-то, постепенно ситуация начала выправляться. То есть люди не хотели попасть на обсуждение и, соответственно, вели себя достаточно нормально. То есть, ну, или пытались, или наоборот нанимали, платили журналистам, чтобы их обеляли и так далее. Ну, там, и такое тоже. да, пытались выглядеть хорошо при плохой игре и так далее. То есть люди заботились о своей репутации. Но что происходит сейчас, да? Система вся, ну, по всей стране кульбит делает, и возвращаемся мы на самый жесткий совок. Когда линия партии, ты в струе находишься, и уже мнение чужих тебя не интересует. Есть мнение начальника, твоего работодателя, да, который тебе зарплату платит, премиальный. Это важнее, чем все вот эти вот WhatsApp News, там, соцсети и так далее. Да. Но вот эта тенденция меня пугает, очень сильно пугает, потому что для, опять же, малого народа, да, 500 тысяч человек, у нас институт репутации должен стоять на первом месте. Потому что нас мало, мы должны выпестовывать и выпускать наверх людей, которые как бы за собой всех тянут. Вот. Если бы на якутов было 5 миллионов, да насрать. Все равно бы пробились. Куда угодно и как угодно. А сейчас вот да, я вижу, что происходит в республике, да, по кадрам. Назначаемым кадрам, избираемым кадрам. Пока еще. Это как, ну, это очень плохо. Вот. Поэтому случай с Лебедевым, которого я как борца, да, безмерно уважаю, потому что до него мы имели чемпиона мира в 2001 году Германа Кантовина, он выступал из Белоруссии. После этого был страшный провал. То есть мы, когда встречались, любители борьбы и так далее, ну просто, ну, мат стоял семиэтажный, да, всех тренеров, всех там функционеров спортивных таскали, и тут бац, и свет в окошке. Теперь я понимаю, почему к нему так относятся некоторые. И начинается как бы период, да, 2009 года по 2014-2015 годы просто воодушевление. Да, воодушевление. То есть мы в борцовские залы заходили, ну, ногами открывали, ездили Ярыгин на чемпионаты России, да, и где кто. То есть он вам подарил вот эту уверенность, гордость, да. Почему борьба эти считается, эмоции. Да, почему борьба считается номером один, то это для нас, для сельских якутов, которые с 3 класса ходили, ну тогда спортзал назывался просто борцовский зал. Вот. Куда пошел спортзал? Это сейчас говорят, там разделяет там. Такой зал, такой зал, да. А тогда подразумевалось... Тогда просто тупо идешь в спортзал, да. И там только борьба. Вот. Я до 8 класса боролся, то есть, да, то есть немножко в теме. Вот. Поэтому, когда Лебедев стал чемпионом мира, это просто было крышесносно. Я теперь поняла. Да. Потом, когда он второй раз подтвердил эту тему, это вообще, да. Это, ну, национальный герой. Это почти как встретиться на парковке самолетов с казахами, у которых тур. Да, это выше, да. И после этого мы просто ждали олимпийского чемпиона. Дай бог, да, если бы он в Рио стал олимпийским чемпионом, просто он был бы вне Конституции. Просто, вот, не вне законов, а просто вне Конституции. Вот. Поэтому для рядовых ребят, деревень там, и так далее, да, ну, Саха, якутов, Виктор Лебедев — это свет в окошко.
Ну так, И это поэтому, же, когда наоборот, еще более ответственно. Да, если это происходит с ним, то от него тефлоном все отлетает. Все думают, что это не он, это провокация, это его подставили, это какой-то чужой, это чужая игра, Виктора использует, это тесть, там, то и все, там, политика и так далее. Вот это вот их не переубедить никак, абсолютно. То есть люди, ну, ты сама знаешь, когда я уперся стеной. Но дело всё. даже не в национальности. Нет, вы сейчас просто объяснили, что был этот провал. Да. Это же эмоциональные качели. Был Да. провал, потом такой взлет, Да, да. и этот взлет, и вот это вот, Да. каждый свое ощущение гордости ассоциирует с Виктором Да. Лебедем. И я понимаю теперь, да. Но я к тому, что видите, как это опасно. Но Получается, вот большое число людей, для которых борьба – это вообще часть жизни, да? Да, Это да, детство, это да. увлечение, это Да. хобби, это занятие, да? Да. Это вот этот большой срез, вот Да. вот это количество людей, они считают, что мы закроем глаза. Или вы, кстати, как оцениваете этот поступок? нет, мы не закрываем глаза, да. Мы Опять вы говорите «мы», так люди по-разному Да, реагируют. ну, Вы я на себя дам- берете ответственность, как будто вы одинаково Да, смотрите. но тогда я перехожу, как я оцениваю. Я первый спросил, когда открытый эфир был у Илдархана, первый позвонил, спросил. Да, я сегодня проверяла Да. публикации о вас, и вот Да. там увидела. Я Да. тоже в тот же день потом спрашивала у него на встрече с Да. блогерами. Вот. Потом, когда сейчас вот эта канитель пошла, да, болезнь, там, неявка в суд и так далее, там, с одной стороны, там, керосин наливает одни, поджигает, с другой стороны, другие поджигают. Я где-то посередине нахожусь. Почему? Потому что как мужчина, да, как директор предприятия, как работодатель, в некоторых аспектах я понимаю, да, я, конечно, не доходил никогда до рукоприкладства, да, но на работе иногда бывают ситуации, когда твой авторитет, твой я и так далее, либо подчиненным, либо кем-то еще, как бы очень сильно переходит. То есть все границы переходят. Ну, от тебя отправляют гулять там далеко и долго. Вас отправляют. Ну, допустим, меня, да. И у вас какая эмоция тогда? Возмущение? Нет, крайнее возмущение — это просто взять и припечатать его. Почему? Вот. Вам не кажется, что это слабость? Да, это... Это неумение управлять гневом первое, и неумение вообще среагировать на дебила, который провоцирует меня, Ну, я же руководителя. Да, я же говорю, что кто я здесь не так? доходил до этого, да, много случаев было, когда из моей, как бы, реакции моей авторитет мой, там, будущие прибыли, какие-то работа зависела. Вот. Поэтому я чисто по природе своей мягкий человек, поэтому лишь благодаря этому не происходило то, что произошло с Виктором. Чисто так. А Виктор, я с ним из всего близким окружением не разговаривал на эту тему, не знаю. Я просто читаю то, что есть в прессе, вот, и в соцсетях. И поэтому я принимаю... Семен, да, я, конечно... вы сейчас будете долго политкорректный ответ искать, да? Да. Ваша оценка этой ситуации и тому, что происходит сейчас. Это очень плохо. Это бьет по имиджу всех, в том числе и нас, как народа, что лучший представитель, которого мы вчера, так сказать, На и руках до сих пор, да, на руках носим, поступает так. Но я надеюсь, что Виктор как бы найдет в себе силы, пойдет, выздоровеет, да, найдет себе силы и пойдет в суд, и примет достойно, как мужчина, суд, решение суда. Это было бы на самом деле, конечно, самое лучшее, Да, что это... могло бы произойти, причем в контексте самого Виктора. Да. Потому что в данном случае он просто безбожно, нещадно каждый день теряет лицо. И самое главное, в контексте воздействия происходящего на будущее поколение, на тех, кто смотрит ему в рот
буквально, да, и держит его на пьедестале. То есть, что будет являться примером поведения? Ну, для меня, допустим, только это важно. Мне и вот люди тоже спрашивают, что ты докопалась до Виктора Лебедева, да? Ну, потому что меня волнует, как будет воспринимать поколение будущих мужчин это. Да, у нас все-таки якутское общество, ну, городское там, и так далее, республиканское общество, оно достаточно как бы зрелое. Потому что обсуждения идут открыто и зачастую, ну, в основном аргументированно, да. Поэтому я слежу за этими, ну, как бы не так сильно слежу, да. Я в курсе немного того, что происходит. И думаю, что решение проблемы достойного выхода из этой ситуации только у Виктора. Потому что я даже не знаю, как выйти достойно из этой ситуации. Потому что на сегодня все против него. Просто он должен... Потому что его нету в этом. Да, он не участвует. Он должен как бы проявить себя. Хотя бы, допустим, выйти на открытую площадку, рассказать, как есть. Он же так не говорил ни разу. За него все говорили, что там провокации были, что там это было, то было, 10-е, 5-е, 10-е. А то, что от него, мы не знаем. Мне по-человечески его жалко. На самом деле, мне очень жаль. Но это вот именно то чувство, которое я бы не хотела испытывать по отношению вот, к человеку, в копилке которого столько достижений. То есть в меньшей степени мне бы хотелось жалеть чемпиона, да, жалеть как бы кумира многих людей. Это, ну вот мне кажется, это вот какая-то ситуация да, такая. Ситуация тут какая? У многих от любви до ненависти шаг. Даже меньше, да. Те, кто вчера его как бы превозносил, сегодня последними словами ругает, но я пытаюсь... Так, а что вы считаете, они имеют право? У людей может быть своя шкала ценностей. То есть, может быть, для них жизнь и здоровье другого человека важнее, чем твои титулы? Да, имеет право, конечно. Поступок, как все говорили, лакмусовая бумага, да, проявляет. Отношение к этому поступку тебя проявляет, да, как ты относишься. Тут я до этого... До твоего вопроса я так сильно не задумывался. Да. Есть такой феномен, люди его разбирают, я его не хочу разбирать, потому что я из тех, кто ходил Виктор Катат. Вот. И призывал всех, через соцсети тоже. Да. Теперь мне, ну не то чтобы стыдно, да, я как бы обескуражен. Да. И последними как бы попытками пытаюсь, как бы, жду чуда, что бац и прояснится как-то. Либо бац и... А если он так и не выздоровеет, что для вас это будет? Это будет плохо, потому что все пишут, что какого-то декабря истекает срок давности по этой статье. Но другие юристы пишут, что даже если он не придет в суд, то у него останется как бы... Юридически это не знаю, как называется, но нет, это привлеченность, детали, юридически не важно. Да, я имею в виду вот для вас конкретно, как для человека, который был воодушевлен. Что это будет вообще? Допустим, вот, ну, все. Истечет срок давности исковой. Ну, не извергать до вот, тех, кто пишет, да, что он там такой-сякой, я не буду. Потому что я помню свои ощущения и чувства, да. То есть в Викторе вы любите свои ощущения и свои чувства. И эмоции. И эмоции. Да. Очень эгоистично. Я же говорю, каждый с себе носит свой мир. Я не оглядываюсь на других, потому что у всех разные мнения. Честно. Да. Это же так бывает. Допустим, близкий родной человек, там, который ты считал отличным человеком, потом поступает как-то не так, но все равно у тебя есть память о том, что с ним было хорошо. Так, а никто же не говорит, зачеркни память, уничтожь ее и загать ее, да? Нет. Вот память, эмоции, чувства – это отдельно. Да.
поступок человека, да, там, близкого или уважаемого, или какого-то важного, дорогого сердцу, это другое. Понимаете, это же получается, вы же слепнете под воздействием своих эмоций. Ты имеешь в виду поступок, да. То есть Однозначно объективности-то плохой, нету. Но однозначно плохой поступок, да, то, что он А не я ходит, никогда в да. жизни не говорила, что Виктор Лебедев плохой. Я никогда в жизни не говорила, что Лина Малина плохая, что Барагай плохой, там, да. Я людей вообще не определяю по их поступкам. То есть для меня это повод насторожиться, но я всегда оцениваю только поступки. Вот так вот поправилась. Нет, я не поправилась, я не завершила просто мысль, когда вы начали пальцем тыкать. Хотели сделать скоропалительный вывод. Да, поступок, конечно, осуждаемый и мной, потому что рукоприкладство на работе, я еще раз повторяюсь, это как бы немножко за гранью. Это даже в частной компании, которой я царь и бог, такое не допускал. А на госслужбе, ну практически на госслужбе, да, государственной компании, это вообще как бы нонсенс. Но ладно, поступок произошел, но приди в суд, встань и найми адвокатов. Да, у нас сегодня еще пока ноябрь, да. Подождем. Да, поэтому я очень надеюсь, что он выздоровеет и придет в суд и расставит точки над «и», мы будем либо его дальше осуждать, либо, как в моем мнении, останемся и будем вспоминать те приятные моменты. Ну, я бы очень хотела, Семен, чтобы ваши приятные моменты, они не сталкивались с реальностью, и вы продолжали спокойно их пестовать или лелеять, и время от времени возвращаться туда. С возрастом свои эмоции и чувства, которые ты прежде испытывал, ты как бы ностальгируешь по ним. Почему? Потому что в реальности эмоций меньше становятся, или они не такие? Нет, это круг делается и начинается ревизия. Ревизия просто, то, что было. И начинаешь, это было чувство обманное, да, это вот не то. Зачем вы это делаете? Это я думаю, что природа человека. То есть ты испытал эмоции, ушел. Почему я говорю, фильм иногда пересматриваю? Ну вот я тоже про это сейчас. Да. Это я лично считаю, это очень важно, потому что ты должен постоянно сверяться. То есть ты был каким тогда, ты каким стал, какие чувства испытывал тогда и сегодня какие чувства. То есть я некоторые фильмы смотрю и до середины, которые я когда-то восторгался. Даже некоторые фильмы, книги посмотрел и выкинул. Надо эту книгу убрать в библиотеку, допустим, потому что это не то. Фильмотеку убрать, да. Ну, было время, я восторгался Ван Даммом, да. Так вы себе противоречите, получается? В смысле? Ну, допустим, в теме даже с тем же Виктором Лебедевым. Вот вы, допустим, представьте, да, что Виктор Лебедев — это книга, которую вы, вот тогда вы восторгались этой книгой? Нет, я вернусь, еще раз этот сериал посмотрю. Да, я еще раз испытаю. Если, допустим, он сделает себе выводы, да, и даже если его... А посмотрите его бой сегодня, завтра, в ближайшее время, когда у вас будет свободное время. Это вот просто ну вот мое любопытство, да, вот на основе общения. Мне интересно было бы, вы будете то же самое испытывать? Или все-таки его поступок загадил? Нет, ни в коем случае. После этого случая, да, его сторонники, да, я борцовские WhatsApp группы и так далее, начали кидать. В основном это в сентябре, октябре это происходит, совсем недавно. Чемпионат мира Дании, чемпионат России, его борьба на Кавказе, там, Баку, там, европейские игры и так далее. Его победные моменты, его проигрыши, да, Иран и так далее. В Санкт-Петербурге это было вообще кошмарно, да, когда за выход на Лондонскую Олимпиаду было. Я переживал то же самое. Все то же самое. Все то же самое. Ну, значит, вы сейчас просто реально пытались найти политкорректный ответ. Да. То есть в целом вы к нему, вот, ну, как бы, вот этот поступок не повлиял никоим образом? Нет, честно скажу. Потому что если бы я, как говорил один человек,
имел другие признаки, да, ну, бабушкой, да, я бы сказал другое. Но я дедушка, поэтому я говорю прямо так. Вот, поэтому, да. Вы сказали недавно, ну, в Фейсбуке написали о том, что читаете книгу какую-то, и там вы поняли, что с нами не так. То есть это вопрос, которым вы задаетесь на протяжении всей своей жизни. Да. Почему не так, я так понимаю, видимо, на уровне местном, республиканском, российском, да? Да. Так что не так, в двух словах? В двух словах как? Значит, после «Капитала», да, когда Карл Маркс его написал, то есть он взорвал бомбу, да, что должна быть социальная справедливость, и те, кто работает руками... Это у нас интерпретировали ее так, про социальную справедливость, больше нет, акцент нет, сделали. Я продолжу. Как человек, который создает эти блага, да, ну, пролетариат, он должен быть уважаем и должен иметь оттуда деньги. То есть не хозяин, а пролетариат тоже. И начали интерпретировать его. И Мао, и Сталин, и Ленин, и так далее. Все, Пол Пот в том числе, и Мабуту, и все. Каждый по-своему. Да. После, я считаю лично, после этой книги, да, «Капитала», появилась вторая книга. Такая толстенная, объясняет уже по-другому, да, почему одни народы успешные, страны, а почему другие народы неуспешные. Расскажите. Это в двух словах как. Значит, в книге описывается очень детально, да, как началось, допустим, Англия сделала первую промышленную революцию. С чего это началось, да? С круглого стола Артура, короля Артура, ну и так далее, да, вот то, что парламентское начало. И почему все короли резали всех парламентариев и устанавливали монархические экстрактивные институты, да, вот там они как пишут. Ситуация в чем? Значит, если, кратко, да, вот, население, народ участвует в управлении государством, то эти государства процветают. Ну, это известная мысль. Но доказательно это не было. То есть были отдельные случаи, когда все говорили, управляемый одним монархом, вождем, лидером, фюрером, страны тоже добивались успеха, экономическом процветании. 30-е годы Германия. Ну, это, видите, цикл такой событий происходил. Нет. Они считают, они оторваны от всего этого, да? Они просто считают факты. То есть в 1937 году, 1939 году в Германии стали сколько-то миллион тонн чугуна, столько-то миллион тонн дорог. Потому что это же фермеры, которых Гитлер поднял буквально, просто от того, что они устали работать на хозяина, он им сказал, вы сейчас будете сами тут. Нет. И вот мы сейчас тут все поднимем. Да, это было экстрактивно, да, институт, поэтому и у него была сель, и подчинил всех к этой сели, и народ его принял и начал работать, да. А другие страны, допустим, возьми Южную Корею, Северную Корею, да, вроде бы Северная Корея правильно все, да, вот есть вождь, и он говорит, давайте вот мы всем миру покажем Кучкину мать, у нас будут самые летучие ракеты до Лос-Анджелеса. И ради этого мы должны все пахать и кушать горсть рисов раз в 3 дня. Вот. И Южная Корея, да, через раз президента в тюрьму сажает. Ну просто, даже не через раз. Почти постоянно всех. Вот даже РДУ, который вот это все начал, его тоже в тюрьму упрятали. ГДР и ФРГ. Один народ. Просто вот один народ, 2 системы, да, где что успешно. До сих пор, даже сегодня, да, если ты приходишь в резюме, родился в ГДР, жил там, учился, и ФРГ, возьмут его на работу, а не его. Очень такие иллюстративные моменты по России, по Африке, по Америке, по Японии и так далее. Вот эта книга. И в конце концов приходят мысли, что есть модели выигрывающей экономики и проигрывающей экономики. Заранее просто ты приходишь, смотришь на страну,
как она управляется, как она структурирована, да, политически, экономически. И ты сразу говоришь, что этой страной можно инвестировать деньги туда и работать с ними. А с этой стороны нельзя. Ну, какие никак. ключевые признаки? Это, ну, нашими словами, да. Индексы, наверное, да, да, какие-то? авторитарность. То есть... Можно загибать пальцы уже, да? Да, Что у нас? да, авторитарное управление, это отлучение народа от принятия решений, это отсутствие инклюзивных институтов. Что такое инклюзивное? Это сообщество. Да, это там, с малых форм, там, деревень и так далее. Там люди по своим интересам собираются. Потом уже парламенты, потом уже какие-то там законодательные собрания и так далее. Вот это вот сдерживающие и выражающие интересы факторов. Любой руководитель, да, любой вождь, любой президент это стремится автократизму. То есть он должен побольше власти взять. Если нету противовеса, если нету желания народа противопоставлять, защитить свои как-то права, то происходит все одинаково. Ну, то есть вывод-то какой, что Россия никогда не будет свободной? В Обозримом... принципе, исторически это на протяжении всей истории России. Обозримом будущем нет. То есть авторитарность, экстрактивные механизмы экономики, то есть это извлечение только. Ну, то есть, либо из народа извлекать, как в Африке, да, в других странах, там налоги непомерны, где нету никаких ресурсов, либо из-под земли извлекать и продавать. Других... Но это на протяжении всей истории России так и было, начиная с Древней Руси. Да, начиная с соболей, льна, там, и так далее. Оброка и барщины. Крепостного права и так далее. Печальненько. Да, Как-то грустненько. Прямо я прочитал и подумал, батенька. Не, ну вообще объективно, но об этом же все задумываются. И все прекрасно понимают, что интуитивно это на так всегда таком было и будет. образовательном каком-то уровне, да, с высшим образованием и так далее, кругозором, все это понимают. Да. Но доказательно, да, пруфами, как говорят наши, да, вот, ссылками, четкими построениями и примерами, вот в этой стране так, вот в этой стране так, вот в этой стране так. А если страну вы народы берете, да, религии берете, давайте посмотрим. Одна религия, один народ разделен рекой. Ну, допустим, одна часть города находится в США, испаноязычный Техасе, да, другая часть Мексики. Испаноязычный. Там католики, тут католики. Там испанцы 99% США и 100% мексиканской стороны. Почему они штурмуют эту реку, переплыть, чтобы там как-то устроиться? Ну и с северокорейцами то же самое. То же самое, да. Поэтому тут как бы национальные черты, вероисповедания, какие-то, да. Раньше же была географическая, то есть северные страны, ну, там Швеция, Англия, там Дания, Норвегия, Германия, да, они экономические драйверы, чем Испания, Португалия, Италия, да. Вот. Потом люди говорили ВАСП, белый американец, саксонский, англосаксонский, протестант. И католики, да, традиционно, которые слабы в экономическом развитии. Они вот эту вот грань все стирают. Они вот это, каждый постулат, они его разбирают на части. Да, и из него ничего. Ну, в общем, стоящая вещь, которую нужно было бы прочитать. Я всем рекомендую. Хорошо. А как-то, помните, тоже в начале, по-моему, этого года, да, в январе, кажется, был, вы назвали это фейком, писал, ну, от имени какого-то анонимного автора, что вот мы зиму проводим в Таиланде или на Бали, я сам айтишник, там что-то, да, про временщизм, и вы сказали, что это вот фейк, и вообще по поводу того, там, уезжают, не уезжают, вот эти вот все уезжательные настроения. И вот смотрите, допустим, прошло лето, и вы прекрасно видите, какой тренд наметился, да? И он, в принципе, реализуется действительно чуть ли не каждую неделю кто-то уезжает. Да. И это вот до сих пор. Да.
Что-то вот у вас поменялось в этом отношении? Нет, я там привел синдром отложенной жизни. Угу. Это практически диагноз. Это те, которые здесь остаются. Те хотят уехать. Сейчас этим синдромом страдали другие, да, вот те, которые приезжал с материка, работал здесь, и у них там жизнь была, они знали эту жизнь до этого, и они вот отработать по-быстрому, да, нарубить денег и потом уехать. И не получалось уехать, и они с этим синдромом жили, да, поколениями. Сейчас вот другой этот синдром, то есть те же якуты, которые родились здесь, все здесь, и они начинают думать, мне здесь не реализоваться, мне здесь плохо, климат, дым и так далее, там социальное обустройство, бытовые условия, дороговизна жизни. И так Холодно, далее. Холодно, да, климат вообще никакой, ни к черту, и потом летом комары и так далее, даже купаться нельзя в открытом купальнике. И вот они думают, не уехать ли? Но часть берет себя в руки, чемоданы и уезжает. И там достаточно хорошо, ну, кто хорошо, кто плохо, кто как, обустраивается. Это нормальный процесс, это я никак его не осуждаю. Я осуждаю тех, не то что осуждаю, я ставлю диагноз тем, кто годами собирается уехать, он уже мыслями там, но вынужден здесь жить и начинает ворчать на всех. И там не живет, и тут не да, живет. И тут он уже вышел со всего, как бы ментально вышел со всего социума. То есть ему здесь обрыдло все. Просто обрыдло. Он не хочет ничего. Если даже заходит там какие-то соцсети, он говорит, да козлы все. Да и что у нас здесь в Якутии может быть? Кстати. Да. Что вы мне рассказываете? Это пыльный, грязный город про Якутск. Да какая природа, это комары. Не, ну а вы не путаете это с тем, кто просто живет, может быть, и не планирует уезжать, но при этом недоволен ни пылью, ни дымом, ни грязью, ни комарами. Ну, комаров, ладно, комаров никто не трогает. На самом деле, комарам сейчас, мне кажется, гораздо более Это здоровая положительно. часть общества, да? Да. То есть они хотят здесь жить и хотят, чтобы здесь было хорошо. Да. Да. В том числе и я. В том числе и я. Да. Я никуда не собираюсь уезжать. Даже в мыслях не было. Я единственный раз меня назвали дураком прилюдно, идиотом прилюдно. Это было в Москве в 96-м году. Уважаемый человек, зам главы Постпредства Республики Саха, мой земляк, старший товарищ, когда мы сидели в ресторане, человек 20 земляков, он сказал, а вы знаете, что Семен дурак? За столом тишина. Я всех позвал, я всех оплатил. Представляешь, он стоит и думает... Ну, это в переносном, да? Это была такая Да, красивая такая... а потом бац, он говорит, вы сейчас, говорит, все скажете «да». И он говорит, Семен обменял двухкомнатную квартиру в Москве на трехкомнатный КПД в Якутске. За столом все «да, точно дурак». Все они москвичи, ну, которые уехали туда работать, жить. И у всех тогда была мечта иметь в Москве квартиру. Ну, просто жуткая мечта. Ну, у многих, допустим, да, якутян. Ну, это же, кстати, тут... неплохой инвестпроект, в принципе. Ну, конечно, да. И тут со всех сторон хорошо иметь в Москве квартиру. Но тут одна рыбка плывет против течения. Я по гороскопу рыба. Да. Я тоже. Да, поздравляю. И вот одна рыбка, все туда плывут. И одна рыбка против течения. Вот это я. Вот. Ну, обменял квартиру в Москве, представляешь, да, двухкомнатную. Ну, а как она у вас появилась, кстати? Кстати, мы остановились на чем? На геолого-разведочном факультете. Биолого-географическом факультете. Ой, биолого-географическом факультете, да? Угу. И потом что было? Как у вас появилась после этого, после БГФ, квартира в Москве? Да, значит, после этого был 3 года институт межзлатоведения. Очень серьезная наука. Моя любимая просто вот как бы стезя научная. Я бы, если бы не перестройка, там все вот эти дела, да, геополитическая катастрофа, я бы остался там. До сих пор бы сидел, может быть, чего-то добился. Вот. Мне это очень нравилось, я воодушевлением работал.
И после 3 лет случилось то, 92 год, геополитическая катастрофа и зарплаты 125 рублей, у меня жена и дочка. И тут просто надо кормить людей своих. И, естественно, это невозможно было в научном институте. И ушел я в бизнес. Какой? Я разбирался в компьютерах. Почему-то нам привезли первые IBM, да, вот институт мерзлотоведения. И я ходил по институту, устанавливал, закачивал программы, показывал, как печатать, как что делать. Первые просто играли пасьянс и шахматы, в том числе, да. Честно скажу, что я врать-то. А до этого у меня в лаборатории был ЭВМ, тогда называлось, да? Электроника. Электронная вычислительная машина. Да, и там я пытался сделать программы Паскаль и Basic, тогда языки были. И вот наш контрагент, который продал институту компьютеры, увидел, что я там все это делаю без него. Сказал: не хочешь перейти ко мне? Малое предприятие «Информтехника». Я туда ушел замом его, коммерческим директором. И первая же поездка в Москву обернулась грандиозным успехом для этого малого предприятия, будем говорить. Я купил там штук 20 компьютеров. Я думал, штук 20 квартир. Да, привез... Что-то от зависти не умерла здесь. Привез Якутск. И продал, просто умножил на несколько раз цены в Москве и Якутске продал. А не то, что продал, да, я привез, объявление дал, и меня просто чуть не убили. Потом, самое интересное, вчерашний юбиляр или там день рождения Спартак Борисов. Монтаж, спецмонтаж, строй какой-то. Звонок мне, его человек звонит, и я говорю: нет, тут уже как бы люди уже несут деньги, я жду, просто сижу. Потом, сейчас вам трубку передаю Спартак там Степанович Борисову, там, и человек густым голосом басом говорит: не смей никому продавать, скажи цену и привези сюда к нам и установи. Кошмар какой. Я цену называю, они говорят: без проблем. Привез, им поставил. То есть вы обещаны другим людям просто перебили цену? Нет, я просто привез и дал объявление. Люди начали звонить, там, мне 1 штуку, а мне 20 штук. А тот говорит: все 20 штук привези, поставь. Все, да. И после этого я понял, что есть такая ниша. Востребованная. Капец востребованная. И чтобы понять движуху всю эту, да, я пошел, как нормальный человек, учиться. Учиться надо было на ходу. Тогда была Якутская товарно-сырьевая биржа. То есть ничего не было, а товарно-сырьевая биржа была. Я устроился брокером. То есть я сижу и ничего не понимаю. Человек 200 сидит в зале, я ничего не понимаю, что происходит. Торги были? Да, там маклер сидит, там бамс, там номер такой-то, номер так, как в фильмах показывают, биржа. А где, в каком здании это было? Это было рядом с мэрией Ленина 17 или 19. Где Республика сейчас? Где Республика сейчас? Последний этаж. 19, там, ага. Да, там, где зал большой. Вот, там мы сидели. Ага. Я однажды пришел, опоздал, уже сессия пошла торговая, и меня тут человек останавливает. Это был Иосиф Федоров, который есть в Фейсбуке, да. И он останавливает меня и говорит: ты брокер? Да, говорю, брокер. Я хочу купить гусеницы для бурана. Сколько? Все, что есть. Цена какая? Он говорит, какую-то цифру называет. Там, 1700, что ли, рублей за пару. Он знает. Слушайте, это же такое шикарное время, наверное, было, да? То есть такой подъем, да, все что-то делают. Слушай дальше, да, я захожу в торговую сессию и начинаю талмуд этот товаром, предложением листать, быстро-быстро искать. И нахожу предложение гусеницы для бурана, там сколько-то, 20 или 30 штук. Я дожидаюсь маклера. Никаких гуглов. Никаких гуглов, да. И встает человек, Полголов Александр Григорьевич,
А я говорю, я покупаю. Продавец встает и говорит, я продаю. Я начинаю сбивать цены, там, мы договариваемся с ним. Я говорю, буду платить кэш. Потому что человек, Иосиф Федоров, сказал, я наличкой заплачу. У меня ни рубля нет. Я брокер просто. Я беру у человека деньги, еду под голову в его гараж на Орджоникидзе, я помню, нанимаю грузовика и гружу все это. Потом еду этому Иосифу и сдаю. Потом, самое интересное, я домой прихожу и спортивную сумку вот так вот вытряхиваю на кровать. У нас единственная кровать была, тахта. Вытряхиваю, и там гора денег. Гора денег. По-моему, только так ее деньги носили раньше. Мне Да. говорят, даже в тот же Diamond Саха могли с этими сумками зайти пилотом. У меня всегда так было. Я вот так, и гора денег. Я думаю, раз у меня в день 3000 наличными, я попал хорошо. И тут же пишу, тогда я еще не писал заявление, институт межзолотовения, все, я полностью ухожу на свободное плавание. Все мне говорили. Так это вы еще не уволились, вы да, там я числились, в отпуске, да, это Какой занимался. вы продуманный. Да, конечно. После этого я 3 месяца ни рубля не зарабатывал. Просто тупо. Ну, Вселенная решила проверить вас. Да. Но уже мосты сожжены, все, значит, и вперед с песней. Да, лапками уже. Да. Вот, То есть так это вот так вот и появилась ваша квартира в Москве? Да, тогда у меня были понты выше крыши, я летал только на бизнес-класс. Угу. Соответственно, я сажусь, там люди, иногда Михаил Ефимович, Владимир Михайлович Членов постоянно меня ругал, ты почему здесь сидишь? Ты кто такой? Да. И вот, и рядом со мной... А что вы говорили, кстати, когда вас спрашивали, ты кто такой? Я говорю, купил. Он говорит, что ты так часто летаешь туда-сюда? Я говорю, даже я так часто не летаю. Сколько летаешь? Да. И тут женщина средних лет русская садится, мы по дороге что-то поговорили, я контактный человек, поговорили, и она говорит, вот мы построили в Москве дом, чисто силами якутстроили там каким-то, и вот продаем. А не хотите ли вы купить квартиру? Хочу. Сколько стоит? Для земляков цена такая. Я говорю, когда деньги нужны? Он говорит, быстро, потому что нам нужно там рабочим оплачивать. Я приезжаю в Москву, снимаю деньги, звоню ей, назначается встреча, я приезжаю, пакет вручаю, они мне договор. Через некоторое время позвонили, приезжай, ключи забирай. Приезжаю, очень красивый, хороший дом. Где это, в каком районе? Это метро Академическое. Оранжевая ветка тогда. Шикарная вещь, да. И у меня в Якутске тогда не было квартиры, представь себе. А сразу на Академической? Да. В Якутске я снимал частный дом, потом переехал на Хрущевку. И тут у меня квартира в Москве. Угу. И тут как разумный человек. Тогда в Якутске вообще мало продавалось квартиры. И были такие цены бешеные. Конечно. Не было, нет, они даже... Нет, кстати, самые бешеные цены были на иномарке. Я помню, что иномарки были дороже квартиры. Я вообще была в шоке. Вот потом, когда осознавала... Что видеокамеры меняли на квартиры. Да. Это же жесть вообще. Да. И я маме говорила, почему ты не купила нам с сестрой квартиры? Почему мы это сейчас до сих пор с этими ипотеками возимся? Не прям до сих пор, конечно, но тем не менее. Да. Поэтому психанул, то есть семья-то растет, и поменял. То есть у меня тогда деньги были в бизнесе, то есть вынимать, имея квартиру в Москве, вынимать здесь, это не получалось. И один прекрасный день психанул и дал объявление. Первый же, дозвонившись до меня по этому объявлению, я поменял на Петра Алексеева квартиру, 3-комнатная КПД. И совершенно не жалею. Все по этому поводу, как я говорил, говорится, Семен дурак. Угу. То есть у всех-то мечта иметь квартиру-то. Так. Круто. Еще я читала, что вот вы как раз, по-моему, начали рассказывать про Мусхая.
Да, то есть все эти восхождения, это были какие-то экспедиции? Да. Что за экспедиции были? Тоже это болезнь географа, да. Тогда пришли ко мне ребята и предложили идею восхождения в гору и вообще заниматься этой тематикой, то есть горным туризмом и так далее. Им нужен был спонсор. Я сходу согласился, потому что это то дело, которое, ну, как бы созвучно мне, моей душе. Поэтому я решил помочь, но как человеку увлекающимся, да, процесс помощи я туда вошел, ну и процесс возглавил, можно так сказать. То есть мы сходили 2 раза в Мусхая, потом практически этой же командой поехали покорять МакКинли. Это, Ну, это, я так понимаю, с Егором Макаровым. да, Егор Макаров и Вася Павлов. Они всю зиму... Вася Павлов, что за Вася Павлов? Это спасатель экстра-класса. В Якутии их мало. Он в службе спасения работает. А, не, я перепутала с другим Василием Нет. Павловым. Думала, тот, Да. который в МВС работал. Думаю, Нет. он на гору Да, поднимался. нет. И вот мы поехали, полетели на Аляску, подниматься в гору Денали или МакКинли. И по сценарию я должен был подняться до базового лагеря и там остаться, ну, их ждать. Они должны вдвоем подняться на саммит, на вершину. И тут случилось непредвиденное. У Васи развился горная болезнь, горнячка. Это такая, когда кислорода не хватает, и мозг начинает активно отключать те или иные функции, чтобы сохранить главное. Это абсолютно непрогнозируемая болезнь. 10 раз можешь ходить, а на 11 раз бац, и тебя отключат. А мы с Гошей как огурчики. Они всю зиму тренировались, это было в мае. То есть они бегали, там, стадион ходили, качались, там, это же надо здоровье иметь, подниматься. Ну, а я балдупинул. Мне надо было только до базового лагеря. Вы сейчас Да. хвастаться начали. И потом получилось, что он заболел, а соло по сценарию восхождения у нас запрещено. То есть одного человека нельзя отпускать. У нас групповое восхождение. И мы там с Гошей принимаем решение, что я тоже пойду. Ну, 2 дня подождали, а вдруг там человек оклемается, а ему все хуже и хуже. Но мы вдвоем поднялись. Я тогда писал в Facebook, как писал, я дошел до границы своей физических возможностей. То есть не до саммита самого, да? Просто вот стена стоит, и я умом понимаю, что дальше это смерть. То есть невозврат, точка невозврата. Вы прям ощутили, да? Да, просто никогда такого не было, когда уже ты физически ты не можешь, просто вот все. Стена. То есть это 600 метров на руках надо подниматься. А Макаров? Ну, он тренировался, да. Вот. Потом мы обманули еще маршалов, обошли их по погодным условиям, закрыли вершину. А нам надо обратно возвращаться, у нас обратный билет. Возвращаться из подножия как-то, приехали, столько шума было, да, интервью и так далее. И тут бац, и мы якуты сдались. Но якуты же как бы это упорные ребята. И мы пошли. Ну, на вершине, конечно, там много же не чувствовали. Я просто представлял себя, что я колясочник, как буду жить и так далее. И самое такое фрустрация случилась у меня, когда мы уже спустились практически, да, дошли до самолета, и тут меня как бы накрыло. То есть, где я был, что я делал, я позвонил по спутниковому телефону жене, послушал, как там дети там разговаривают и так далее. И меня нехило накрыло, я там плакал, слезы вытирал, а так вот надрыва ничего не было. Просто это было как бы опустошение полное. Сколько там мне было, под 40, там 37, 38. Чуть ли не жизнь не закончилась, мама, папа там, кто... Мощная переоценка произошла, наверное, да? Да, это было после этого типа семья, это...
Вот. Когда думаешь, что хорошо, что я оформил самую такую дорогую страховку, где написано пункт, что страховая компания предусматривает $10 000 доставка тела с любой точки до адреса. Я тогда только об этом пункте и думал. Дорогая была страховка? Достаточно дорогая была. Несколько тысяч $1000. Вот. И вертолет должен был за мной прилететь в любых условиях. Вот. В башке только это крутилось, что меня доставят домой, а Гоша останется. Такая вот. Саханой, да, тоже Да, включился. это капец. После этого, конечно, переоценка мощная, да, была. И дети подросли, как бы я их оставил, на кого бы оставил. И я переключился на другие ценности, можно сказать. Угу. То есть это все-таки вот то, что называют вторым рождением, вот такие ситуации знаком. Ну, у каждого они тоже свои бывают. Кто-то, допустим, там в аварии выживает и начинает по-другому смотреть. Судьба должна сделать время от времени такие корректировки, я так считаю. Прям должна? Да. А если человек изначально идет с формированием адекватных ценностей? Все равно должен его проверить. То есть правильно ли ты идешь. Ну, вы человек, который в самом начале за кадром сказал, что он суеверный. Но суеверие в этом и заключается. Это же суеверие. То есть кто-то тебя испытывает. Да. Ну кто? Зачем? Это вам не кажется, что это тоже гордыня? Меня испытывают, что вот я вот такой. Нет, я говорю каждого. Внесет. Я говорю каждого. Да нету ни у кого времени это испытывать. Нет, и проверять. кто-то не понимает, кто-то не воспринимает. Да, ты сам вообще, вот если ты находишься на контакте, да, вот именно, вот то, что вы говорили, сверять, да, свои точки, координаты, вот этот свой маршрут оценивать. Но мне кажется, нормальный, здравомыслящий, адекватный человек именно это и делает. Да. Ну, во всяком случае, я, допустим, то же самое делала, да, периодически. Другое дело, я не делаю сверку каждые 2 года. Я просто по ощущениям понимаю, что вот я запомнила, зафиксировала свое состояние на текущий момент. Дальше я двигаюсь, и это будет происходить всегда. Почему у меня, допустим, раньше была мысль, что я прожила много жизней, вот даже вот в течение своей. И такая мысль, она у меня уже и в 30 лет появилась. Потому что вот эта сверка идет, и ты понимаешь, что ты каждый раз меняешься, и ты каждый раз что-то новое несешь и привносишь. А сейчас вы чем занимаетесь? Ну, сейчас, надо сказать базово, да, я на государство еще после института мезлотоведения не работал, то есть я частным бизнесом всегда занимался. Сейчас, что у человека должно быть хорошо получаться, он должен этим заниматься, да. У вас что хорошо получается? У меня неплохо получилось привлечь сюда федеральных игроков. Это был Шинторг в 2010 году, сейчас магазин Йохохо. Это я их сюда привел. Вы убили малый бизнес якутский. Все так меня и дальше что было? Дальше был ДНС. О, так вообще меня там проклинали. Да. Ну и сейчас... Да и Улена вас, наверное, ненавидит просто, да? Они да, точно, да. Вот. Потом... Арман, привет. Да. Потом, сейчас примерно таким же проектом занимаюсь. Поэтому в будущем... Как вообще с этим сходятся ваши все вот эти вот патриотические заявления и постулаты, которые вы буквально, час назад Да, есть движение вверх, да, развитие ситуации и вообще, развитие в полном смысле слова, да. Если, допустим, якутская компания хочет расшириться где-то в другом месте, да, почему бы нет, я помогу. Как? Есть такое понятие открывашки, да, то есть это комплексно такое мероприятие, надо оценить регион, город, логистику, оборот, это торговые возможности, местные правила, законы и так далее. И на основании принятых решений надо принимать решения о масштабизации бизнеса. Да? И есть люди, которые работают над этим. То есть они говорят, как вот мы хотим вот здесь вот открыть то-то, то-то.
И начинает перечислять 1, 2, 3, 10, 30, да, вот то-то, 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 и здесь ваш бизнес будет процветать. Вот. Кто в конечном счете выигрывает от этих таких движений, да? Когда приходит... Потребитель. Я патриот. Я хочу, чтобы потребитель покупал. Нет, я с вами, допустим, полностью согласна. И в том плане даже, когда люди думают, что вот, мелкий бизнес как бы не выдерживает. Да, понятно. Да, понятно, за этим мелким бизнесом, малым бизнесом стоят люди, да? Какое-то количество людей, какое-то количество семей, детей, там, родителей и так далее, да. Но, опять же, если рассматривать именно с точки зрения широкого числа потребителей, это одно. И второе, опять же, вы тоже такую хорошую мысль сказали, что если хочешь масштабироваться. Потому что когда мы, допустим, слушаем списки Forbes, ну, периодически я вот так вот, или где-нибудь мне попадается, ну, либо я по радио, может, где-то слышу, да, и когда озвучивают лидеров, ну, российских. И вот последнее время там вот эта вот сеть Светофор, ну, ее буквально несколько лет назад не было, а это торговая сеть продуктовых магазинов, по-моему, да, из откуда, Красноярска или откуда-то, в общем, да. Ну, то есть небольшой тоже город, по сути. Красноярск, он же, по-моему, даже не миллионник. Миллионник почти. Ну, почти, но еще не в категорию миллионников не входит, да. И все. Ну, то есть это грамотный подход к бизнесу. Это своя ниша. Это ниша, да. И то есть, если ты что-то... Нишевый бизнес. Что-то продаешь, то, что нужно людям. Просто прогноз такой, что народ дальше сильно богатеть резко не будет, а наоборот будет. И надо готовым к этому быть и предложить мелкооптовые коробочные предложения по очень дешевым ценам. Вот. Это правильная методика и правильный нишевый бизнес. Ну, и за ним в ближайшие 10 лет будет будущее. Ну, люди, которые анализируют происходящее и делают адекватные выводы из этого, а не то, чтобы там взять обязательно куда-то убежать, уехать там, или что-то. Ну, правильное масштабирование, это очень сложно. Единственное, конечно, что может действительно заставить убежать и уехать, и в принципе, что я думаю, на большинство людей-то и повлияло, это вопросы уже, экологии. То есть тогда, когда затрагивается здоровье твоих близких и детей особенно, ну и свое собственное здоровье. Ну, как я, в принципе, предполагала, беседа с Семеном, она такая прям бесконечно, можно разговаривать. Я так понимаю, что я несколько вопросов даже не задала, и, по всей видимости, Семен уже даже предполагает, что там каких-то тем мы не затронули. Потому что у людей, когда они приходят, я знаю, есть какое-то свое представление о том, как пройдет интервью. Чаще всего я ломаю полностью это представление, некоторые недовольны уходят, потому что я не так себе это представлял. Простите, это моя площадка. Вы вообще не имеете права и основания что-то себе представлять, да? То есть пойдет так, как я поведу, ведущая здесь я. Поэтому, ну, может быть, еще когда-то встретимся, может быть, не только на этой площадке, может быть, где-то еще в другом каком-то дискуссионном формате, да, было бы очень интересно. Вообще, мне кажется, в целом сейчас формируется тоже какое-то вот такое сообщество именно в рамках там телеграм-каналов, в рамках тех каналов, которые были основаны журналистами, но которые сидят анонимно, и с ними было бы тоже интересно пообщаться, кстати говоря, да, что они себя представляют, вообще какие цели преследуют. Да, это интересное эволюционное развитие, да, я же говорил, да, наблюдая за этим, канала Комуза, где все инкогнито сидели и поливали всех вокруг. Эта тема находит сейчас второе перерождение в телеграм-каналах. Ну, то есть там люди сидят под никами и так далее и начинают комментировать и писать. Не имеет веса уже такого. Да, а в Фейсбуке, да, ты сидишь вот какой есть. Какой есть, да. Это налагает какие-то ограничения, какие-то там корректуру политическую. А так пока телеграм-каналы хороши тем, что филиал АМАДа, да, там всех направо-налево косят и интерес этим принимают. Но анонимные журналисты, они должны деанонимироваться. Ну, я тоже так считаю. Это как-то да, уже странно. Это уже прошлый век, можно сказать. Да. Тоже, да. Поэтому я так считаю, что эта эволюция будет в этом направлении. Однозначно.
тренд на личности, Да. на харизму, на масштаб и на кругозор. Ну, я, в принципе, наверное, на этом завершу задавать вопросы, хотя хотелось бы, но, опять же, ваше время тоже не безгранично. Но напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился выпуск, что бы вы хотели спросить у Семена, чего какой вопрос я не задала. Да? Кстати, я все время забываю вопрос. Про Путина. Путин красавчик. Это вопрос Дудя на самом деле, конечно, да, все прекрасно знают, но он очень такой прям показательный. Да. Ну, честно скажу, что я за него никогда не голосовал. Это с 2001 года. Ни разу. Политически то, что он делает, я считаю, не есть хорошо. И в целом для страны, народа и так далее, то, что он делает, это как бы все неправильно. Угу. Вот, это я честно скажу. Его правление, да, вот уже 20 лет, то есть общество наше и в целом Россия в экономическом плане, ну и политическом плане, конечно, потеряла много. Угу. И те возможности, которые были, они упущены. Вот так я считаю. Ну, это такой исчерпывающий ответ. Подписывайтесь на канал Алексеева Лайв, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить каждый новый выпуск. Надеюсь, они у нас впереди с такой же периодичностью и регулярностью. И делитесь этим видео, отправляйте его в ваши группы WhatsApp, Telegram. До свидания. До свидания.